берет свое начало в 1913 году. В газете «Русские ведомости» в Иркутске была опубликована статья о том, что берега от Вилюя до Якутска богаты каменным углем. И в 1928 году в количестве 16 человек комиссия приехали рабочие, высадились на правом берегу Лены, и это было основой нашего поселка. Сангарцы, первенец сангарской славы, угля якутского, начало всех начал. И первенец угольной промышленности в нашей республике как раз является Сангар. Рабочие стали заготавливать лес, начали бить первую штольну. Для штольни нужен был крепежный лес. 4 рабочих делали штольню, остальные заготавливали лес. Одновременно они заготавливали лес для бараков, для землянок, для рабочих. А пока, значит, так как это было в июне месяце, они жили в палатках. И затем наш поселок, значит, для рабочих были вот такие установлены. Первые улицы были у нас Ленская 1, Ленская 2. Там были построены бараки для шахтеров. И вот вагонетка является символом нашей шахты, символом основания нашего поселка, который берет свое начало в 1928 году. Шли годы, поселок развивался. В 1931 году уже появилась у нас первый фельдшерско-акушерский пункт, появилась школа, появились объекты столовые для рабочих, появился промкомбинат «Красная заря», который шил для рабочих одежду, спецодежду рабочую, верхонки и так далее. И таким образом, условия труда были очень примитивные. Били штольну, угольную, возили там по вагонеткам на лошадях, вывозили лошадьми на гора. Ну и к 1941 году у нас в поселке насчитывалось 803 человека, жителей всего. Но однако же богатства угольные были таких размеров, что глав Севморпути требовал угля. Надо было снабжать, топить пароходы, доставлять уголь на север, и отпускались деньги, средства для того, чтобы развивать угольную промышленность. И тогда были уже открыты 4 участка: Юбилейный, Сложный, Логовой, Сапропеловый. Сангарский уголь почему получил такое признание? Потому что он очень у него богатая теплоотдача. Все опыты, которые проводились в лабораториях по всем другим параметрам, других, значит, разведывательных пластов, он был самый калорийный. Ну вот, такого о шахте. Сейчас едем, и вода была не на должном уровне. И 2 июня 1942 года в шахту спустилось 23 человека. От взрыва метана, значит, когда ввели отпалочные работы взрывные, искра попала и взорвался метан. Погибло 21 человек, 2 молодых девушек отбросило. И вот у нас здесь захоронены 21 человек, те, которые погибли при взрыве в шахте. Вот из них тут одна женщина из Мукутинского наслега. Ее написали как мужчина. 2 июня. И дети, наша поисковая исследовательская группа нашла, и родственников нашла, они в Намском улусе проживают. И мальчик здесь, которому было 16 лет. В 1972 году был построен, здесь раньше была как могила, вот я здесь выросла, и потом уже поставили такой вот обелиск, который действительно есть память о тех погибших шахтерах, которые погибли в шахте. Это как братская, да? Да, это братская могила. Ну, у нас было таких 3 взрыва, еще был в 1963 году 8 человек погибло, но тут их нет, они на том кладбище похоронены, на общем. Конечно, это же разные люди. Тут поселка не было, раньше лес был, и поэтому нет кладбища было. А потом поселок разросся, и он пошел. Это улица Алексеева в честь инженера Петра Григорьевича Алексеева, который работал в шахте, проработал недолго. Очень много было аварий, потому что безопасность всегда была не на должном уровне, не такая. И поэтому всякие обвалы были, там же как штрек. Идет штрек и столбы, крепежки, и взрывные. Машины-то не было, взрывное было. Пласт отвалится,
И очень много было травмированных, то руки, то ноги, то голова, то еще что-то. Но вот таких вот массовых было 3 взрыва. А как ты управляешь?